20 мая прошлого года было объявлено об освобождении Мариуполя. Бои в городе шли ожесточенные, 2/3 многоэтажных домов были повреждены или полностью разрушены. Однако уже к ноябрю в Мариуполе было восстановлено около 1000 квартир. Более 800 домов находились в активной стадии стройки. За 3 года в городе на Азовском море планируется запустить 1600 объектов. Причем в жилых кварталах непременно должны появиться детсады, школы и больницы. В восстановлении Мариуполя принимают участие более 26 тысяч строителей со всей страны, в том числе и из Чувашии. 4 из 10 домов, на которых работали наши специалисты, уже готовы к сдаче. Это не сцены из блокбастеров, а реальные кадры, сделанные в Мариуполе еще в феврале. На них хорошо видно, какой ценой далось освобождение города. В результате обстрелов ВСУ пострадала значительная часть жилого сектора и объекты инфраструктуры. Нам предложили работать в начале сентября. Мы сразу, долго не думая, согласились. Приехали мы сюда небольшим коллективом. Я, представитель фонда капремонта Чувашской республики, прораб и главный инженер ПТО. Посмотреть объекты. Это мы сюда первый раз приехали где-то 12 сентября. Изначально нам дали на реконструкцию 4 дома. Это прямо непосредственно, где мы сейчас находимся, дома находятся в круговую нас. Дома были разрушены в результате бомбежек. Нам предложили эти дома восстановить, установить окна, восстановить разрушения, смонтировать отопление, горячую, холодную воду. Оборудование мы привозим, в основном все с Чувашской республики привозим. Оборудование, стройматериалы, люди. Объемы работы есть. На данный момент именно наша организация восстанавливает 8 жилых домов. Это у нас получается 7 панельных 9-этажек, 1 дом 14-этажный кирпичный и 1 старый дом. На сегодняшний день выполнено в порядке 70% уже. Всего в работах по восстановлению домов сейчас участвуют порядка 130 строителей, а на пике загруженности их численность достигала 400 человек. Каждый из них трудился, не покладая рук, чтобы быстрее завершить проект и передать дома жителям. Все работы выполнялись своими силами, оборудование и стройматериалы привозили из Чувашии, чтобы минимизировать расходы на закупку материалов. 95% был полностью разрушены. Дороги, дома, жилые кварталы, все было. Мы приехали, были в шоке. Глаза всего болели. К вечеру начали чуть-чуть привыкать. На второй, третий день мы уже начали работать и все это освоилось. И когда люди приезжали, все тоже так же думали, что по телевизору показывают, не так все страшно. По факту все люди тоже ходили по 2 дня в шоке. Привыкаем, человек такой, привыкает ко всему. А сейчас город ожил. Казалось, на восстановление города потребуются десятилетия, но строителям удалось сделать, по сути, невозможное. Сталинка. И мы крышу восстановили, по разрушению поменяли, окна поменяли, отопление поменяли, холодную и горячую воду. Один из наших домов. Еще по мелочи осталось работать, добить. Наша высотка. Здесь разрушения не сильные были. Поменяли все окна разбитые, отопление, всю систему восстановили, кровлю починили. И там, где прилеты были, уже все, стены мы перекрытие восстановили, в этом доме. В доме тепло, вода, свет, газ, все есть в этом доме. Вот еще у нас дом, который был разрушен, 2 подъезда. Да, вот он 25-й. Сейчас, видимо, работает. Где люди живут, уже поменяли окна, систему отопления поменяли, водоснабжение сделали, электрику восстановили. Пока у них газа нет, хотя бы тепло есть, вода есть, свет есть. Было очень тяжелое положение, окна были все побитые, было очень холодно. Потом воды тоже не было. Сейчас, в настоящий момент, приехали к нам ребята, поставили нам окна, поменяли батареи, у нас стало тепло, все у нас хорошо. И батареи поставили, а тепло, отопление. Спасибо, Господи, дай, Господи, вам всем здоровья, удачи, помоги вам, Господи, в вашем трудном деле.
Строители из Чувашии сейчас занимаются восстановлением 10 зданий. По словам главы республики Олега Николаева, сейчас 4 дома уже готовы к сдаче, и уже в этом месяце жильцы справят второе новоселье. Степень готовности на других объектах составляет свыше 60%. В региональном Минстрое уверяют, что ситуация находится на их постоянном контроле. Идет оформление документации, и уже в мае месяце они будут переданы полным жильцам. Еще по 4 мы ждем завершения окончания работ. Где-то в июне-июле месяце уже будет передача жильцам. Там уже идет покраска фасадов и так далее. И по 2 это август, максимум сентябрь, они будут полностью сданы. Сейчас совместно с коллегами из администрации Бердянского муниципального округа определяем точки соприкосновения, понимаем, готовим план реализации нашего соглашения о шефствовании над данным муниципальным образованием и будем приступать к строительным работам. Там есть вопросы водоснабжения, есть вопросы водоочистки, есть вопросы подготовки учебных заведений, как дошкольных, так и средних специальных учебных заведений к 1 сентября. Еще год назад мариупольцы вряд ли предполагали, что новую весну они будут встречать спокойно, прогуливаясь среди новостроек. Проект по восстановлению города стал большим шагом вперед и еще крепче соединил наши народы. Михаил Нагоркин, Александр Колесников, Вести Чебоксары.